уважаемые зрители! Добрый вечер, уважаемые ветераны, преподаватели и студенты, сотрудники колледжа. Фестиваль Art Next 2021 продолжается. Учредители фестиваля Министерство культуры Республики Бурятия, организаторы и исполнители колледж искусств имени Петра Ильича Чайковского. Мы рады приветствовать вас на праздничном концерте солистов и творческих коллективов «Молодость, талант, вдохновение». Сегодня колледж искусств имени Чайковского празднует 90-летие со дня образования, 50-летний юбилей отделения бурятских народных инструментов и 30-летие художественного отделения. Мы очень рады, что вы вместе с нами встречаете эти знаменательные даты, которые являются важными вехами в истории колледжа, в истории Республики Бурятия и в истории нашей страны. Сегодняшний концерт – это музыкальное приношение всем тем, кто стоял у истоков нашего прославленного учебного заведения, всем тем, кто обучал и воспитывал своих учеников, всем нашим студентам и выпускникам, всем тем, кто стал гордостью культуры и искусства Бурятии, гордостью нашей страны. Итак, дорогие зрители, в честь юбилея колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского примите первый музыкальный подарок.
большой хроматический галоп. Ансамбль пианистов в исполнении Елены Бычуговой, Елены Яньковой, Анны Копыловой и Олеси Ерастовой. По добрым традициям наших юбиляров сегодня пришли поздравить почетные гости. И мы приглашаем на эту сцену министра культуры Республики Бурятия Сейлму Баиртуевну Дагаеву. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас уже второе мероприятие, которое проходит в честь юбилея нашего
колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского. И впереди целая неделя юбилейных мероприятий. Я этому очень рада. Вы поступили очень мудро, когда вы решили праздновать юбилей вот на протяжении нескольких дней. Потому что, вы сами знаете, насколько наш колледж искусств вложился в развитие культуры и искусства Бурятии, в историю Бурятии. Ваша история неразрывно связана с историей нашей республики. Если наши музыканты делают успехи, наши композиторы звучат по всей стране или в других странах, если наши оперные дивы удивляют весь мир, это все ваша заслуга, это все заслуга колледжа искусств. Если у нас художники, молодые наши художники, поступают в творческие вузы, обучаются где-то, делают там успехи, после них, пусть даже они остались в другом месте, или вернулись и продолжают работать. И если такие зажигаются звезды, как Зарикту Доржиев, это все заслуги и завоевания колледжа искусств. Всех тех педагогов, которые на протяжении этих десятилетий работали, всех тех студентов, которые внимали им, всех тех основателей, которые стояли у истоков педагогического образования в сфере искусства и культуры. Дорогие друзья, я очень рада вас сегодня поздравить. Я хочу сделать такой поклон вам глубокий, дорогие ветераны, сказать вам слова благодарности. Это все вы, это все ваша любовь, это ваши горячие сердца, это ваше подвижничество. Вот сейчас мы пожинаем плоды вашего труда. Наш колледж искусств на сегодняшний день развивается. У колледжа хорошее будущее. У колледжа выпускаются специалисты, которые востребованы не только в Бурятии, в России, в мире. Вся основа нашей культуры – это все завоевание и работа колледжа искусств. Вы знаете, это невозможно переоценить все, что делает колледж. Я думаю, что руководство на сегодняшний день это понимает. Мы работаем дальше, мы работаем над развитием и дисциплин, над появлением новых дисциплин. Вот сегодня я говорила о том, что с сентября у нас откроется новая специальность. У нас остался в Бурятии единственный косторез. Самый лучший в мире, он признанный самый лучший косторез в мире, Батманко Балтуевич. Он набирает у нас студентов, и мы будем обучать этому редкому делу именно в ваших стенах, молодых ребят. Недавно на Совете по культуре и искусству главы было решено выделить из республиканского бюджета деньги для 65 студентов-целевиков, которые будут обучаться, мы посчитали примерно, сколько нам нужно обучаться в творческих вузах страны. Эту работу мы сейчас тоже проводим, делаем. Но, я думаю, впереди у нас еще целая неделя, мы еще успеем много что перечислить. И сегодня я хотела бы вручить государственные награды от имени правительства Республики Бурятия. За вклад в развитие культуры Республики Бурятия почетной грамотой правительства Республики Бурятия награждаются Грушевская Полина Акимовна, преподаватель по классу скрипки. Грамотой награждается Казакова Татьяна Николаевна, концертмейстер, преподаватель общего фортепиано. Награждается Пояркова Нина Георгиевна, концертмейстер, преподаватель общего фортепиано.
преподаватель общего фортепиано, концертмейстер. Награждается Минеева Елена Александровна, преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин. Награждается Алексеева Марина Александровна, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин. Награждается Жикжитова Туяна Бимбаевна, заведующая детской школой искусств имени Билова при колледже, преподаватель дирижерско-хоровых дисциплин. Почетной грамотой Министерства культуры Республики Бурятия награждается преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер Ерастова Олеся Викторовна. Награждается преподаватель по классу валтурный, руководитель духового оркестра колледжа Пашинов Жамсо Заректуевич. Ну а мы продолжаем и приглашаем на эту сцену заместителя председателя Народного хурала Республики Бурятия Татьяну Евгеньевну Мантатову. Добрый вечер, уважаемые ветераны. Добрый вечер, уважаемые педагоги, уважаемые выпускники, замечательные студенты и гости. Разрешите от имени своих коллег, депутатов Народного хурала Республики Бурятия, поздравить вас с таким замечательным событием, юбилеем колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского. Вы знаете, я поддержу слова Саилмы Баиртуевны о том, что невозможно было в один юбилейный вечер вместить все таланты колледжа искусств. И не мудрено, что всю неделю, несколько дней, в том числе и сегодня, когда мы открывали замечательную выставку «Симфония красок», неудивительно, что такое огромное количество мероприятий, потому что нужно показать, нужно рассказать о замечательных людях, которые работают и учатся, и прославляют нашу замечательную Республику Бурятия. В свое время, когда в 1931 году было принято такое решение о создании бурят-монгольского техникума искусств, мы понимаем, что это было принято правильное, историческое решение. Потому что ведь слушайтесь такие имена, как Бау Емпилов, Гунга Чемитов, Надежда Петрова, Татьяна Гергесова. Это ведь те люди, которые выпустились, и те люди, которые прославляли нашу замечательную республику. И как в свое время один из основателей, Павел Михайлович Берлинский, я уверена, что и сегодня педагоги замечательного колледжа находят новые таланты, которыми богата наша бурятская земля, находят, вкладывают свою душу, знания, и мы с вами можем наслаждаться талантами и видеть, как прославляют не только нашу республику, но и нашу страну ваши выпускники. От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником, желаю неиссякаемых талантов, желаю удовольствия от работы и желаю вам благодарных учеников. С праздником! Почетной грамотой Народного хурала Республики Бурятия награждается сотрудник колледжа Эрдынеева Галина Михайловна. Но сейчас хотелось бы пригласить на эту сцену гостей из Забайкальского края.
Мы приглашаем на сцену заместителя министра культуры Забайкальского края Дмитрия Артамоновича Дылыкова, а также директора Государственного учреждения культуры Национальный театр песни и танца Амурсайн Аюну Шираповну Дорижапову и председателя Агинского землячества в городе Улан-Удэ Байсхалана Зандановича Раднагуруева. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые жители Республики Бурятия, ветераны, студенты, выпускники колледжа искусств. Позвольте от имени Министерства культуры Забайкальского края и от себя лично поздравить вас с этим грандиозным праздником. Ведь 90 лет – это, наверное, целая эпоха, это целая жизнь. За это время у колледжа были свои определенные победы, свои определенные награды, которыми, наверное, и мы гордимся, Забайкальский край, потому что наш край и колледж искусств связывают долгие узы, давние дружеские взаимоотношения. Наши студенты учатся в колледже искусств, которые потом прославляют не только Забайкальский край, но и весь бурятский народ, потому что колледж искусств сегодня является, наверное, драйвером развития именно культуры бурятского народа. И не только профессионального искусства, но и тех традиционных направлений культуры. Поэтому выражаем вам огромную благодарность за тот вклад, который вы делаете каждый день, каждый час. Спасибо вам большое и искренне вас поздравляю. Сегодня, конечно же, мы выражаем огромную благодарность нашему учредителю Министерству культуры Республики Бурятия, главным спонсором, под ваши аплодисменты, акционерное общество «Тукнуйский разрез», акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод», ООО «Бест Плюс», ООО «Мегатехника», ООО «Нео Мьюзик», нашим информационным партнерам, всем тем, кто помогал в информационном продвижении юбилейных мероприятий фестиваля Art Next 2021. Это государственная телевизионно-радиовещательная компания «Бурятия», телерадиокомпания «Регус», телекомпания АТВ, телерадиокомпания «ТВКом», радиоканал «Бурят ФМ», издательский дом «Бурят УНН», издательский дом «Информполис», информационное агентство «Байкал Дейли», газета «Московский комсомолец», медиахолдинг «Нью Медиа Групп», издательская группа «Номер 1», ООО «Медиа Сити», а также «Эхо Москвы». Ваши аплодисменты. Продолжает наш праздничный концерт студент 4-го курса Константин Деслер, концертмейстер, заслуженная артистка Республики Бурятия Валентина Абунеева.
На сцене студенты 4-го курса Александр Базаров и Сарюна Цыбенова, концертмейстер Нина Пояркова, класс преподавателя заслуженного работника культуры Республики Бурятия Татьяны Андриановны Васильевой. На сцене вокальный ансамбль 3-го курса хорового дирижирования, руководитель Майдар Баирович Дамбаев. Бурятская народная песня «Алтын Бурылдай», обработка Сергея Манжелеева. Ваши аплодисменты, вокальный ансамбль 3-го курса хорового дирижирования.
На сцене студентка первого курса Бадмана Чинов, концертмейстер Ольга Васильева, класс преподавателя заслуженного работника культуры Республики Бурятия Елены Ивановны Данитовой. Виталий Гнутов, «Жаворонок». Бадмана Чинов, Ольга Васильева. Эдвард Кук, «Боливар», исполняет студент 4-го курса Никита Подгайнов, концертмейстер Марина Маркова, класс преподавателя заслуженного работника культуры Республики Бурятия Валерия Гавриловича Лазарева.
Имени Чайковского – это крупный центр музыкального образования республики, центр культуры, объединяющий 14 специальностей и 2 структурных подразделения – детская школа искусств имени Бао Емпилова и ресурсный учебно-методический центр. Школа была открыта в 1989 году. Ее задача заключалась в профессиональном ориентировании музыкально одаренных детей, в подготовке их обучения в средних и высших учебных заведениях. Большую роль в становлении школы сыграл главный хормейстер оперного театра, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Борис Анатольевич Ким. Юрий Ирдынеев. Маленький концерт, 2 часть. Исполняет струнный ансамбль скрипачей и виолончелистов детской школы искусств имени Бао Емпилова. Концертмейстер Татьяна Клепикова. Руководители Полина Кимовна Грушевская и Елена Карловна Рахлеева.
Татьяна Клепикова. Ну а сейчас мы просим вашего внимания обратить на экран, потому что сегодня нас поздравляет российская пианистка, педагог Московской консерватории, солистка Московской филармонии, заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат премии президента Российской Федерации, член Совета по культуре и искусству при поддержке президента России Екатерина Мечетина. Я с огромной радостью поздравляю вас с юбилеем колледжа имени Чайковского в Улан-Удэ. Я очень рада разделить этот праздник с вами, пусть и виртуально. Я считаю себя вашим большим другом и от всей души желаю вам процветания, успехов, новых творческих целей, вдохновения, конечно же, замечательных студентов, всем здоровья, всем очень большой любви к музыке. И желаю вам выпускать таких замечательных, талантливых ребят, которые впоследствии будут прославлять колледж и всю Бурятию на территории всей нашей страны, на лучших сценах и мира в том числе. И остаюсь вашим преданным другом, ваша Екатерина Мечетина. Вот сейчас с особым волнением хочу представить следующих артистов. Специальный гость сегодняшнего праздника, выпускник Улан-Удэнского музыкального училища 1984 года, пианист и композитор, профессор кафедры специального фортепиано Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, заслуженный работник культуры Российской Федерации, дипломант Всероссийского конкурса Владимир Потапов. Владимир Потапов, лауреат первой степени 6-го международного конкурса музыкантов на Кипре в номинации «Композитор-исполнитель». Выпускник колледжа 2017 года, студент 4-го курса Института искусств, дипломант Всероссийского конкурса Баир Барбоев.
авторское произведение Владимира Потапова «Лабиринт». Лауреат первой степени 6-го международного конкурса музыкантов на Кипре в номинации «Композитор-исполнитель» Владимир Потапов и дипломант всероссийского конкурса Баир Барбоев. 2021 год – это год величайших событий. И мы с вами являемся уникальными свидетелями столь яркого события в истории Республики Бурятия. 90 лет со дня основания колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского. 90 лет назад Совет народных комиссаров Бурят-Монгольской автономной республики принял исторически важное решение о создании Бурят-Монгольского техникума искусств. В самой ближайшей перспективе выпускники музыкального и театрального отделения техникума должны были составить основу творческих коллективов филармонии и музыкально-драматического театра. У самых истоков стоял композитор, дирижер, преподаватель Павел Михайлович Берлинский, который принял самое деятельное участие в открытии техникума искусств. Он объездил всю Бурятию, привлекая талантливую молодежь. И с того знаменательного момента заработала кузница высокопрофессиональных, талантливых, разносторонних музыкантов. Первые студенты играли на разных музыкальных инструментах: скрипки, виолончели, фортепиано, хуре, домре, мандолине, духовых инструментах. Играли в оркестрах русских и бурятских народных инструментов, пели в хоре. В 1940 году состоялось знаменательное событие. Бурят-Монгольскому театральному музыкальному техникуму было присвоено имя Петра Ильича Чайковского. Начиная с конца 60-х годов преподавательский состав стал постепенно обновляться педагогами: Алхасаран Ландонович Ленховоин, Вера Дашиевна Лыгденова, Аюша Арсаланович Арсаланов, Сергей Лазаревич Балдаев, Валентина Циденовна Дамбуева и многие другие прекрасные педагоги. Сегодня сложно перечислить имена всех преподавателей, внешний огромный вклад в развитие профессионального искусства Бурятии и взрастивших не одно поколение талантливых музыкантов и артистов. Сегодня они продолжают славные традиции, заложенные энтузиастами, преподавателями и музыкантами. И сегодня мы говорим, мы помним и любим своих учителей и очень благодарны им. Музыка Сергея Танеева, стихи Афанасия Фета, «Серенада». Исполняет хор дирижерско-хорового отделения, руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Николаевна Полякова. Oh
Виктор Усович. Слова Елены Фоминой. «Молитва». Обработка для хора акапелла Валерия Волчинецкого. Солистка, заслуженная артистка Республики Бурятия Ольга Жигмитова. Благослови, Господь, Россию мою, могучую страну, ее возвышенную силу, ее нетленную красу. Просторы в зорях журавлиных, поля в колосьях золотых, церкви воскресших и старинных, живые стены, крепость их. Лети звездою, путеводна искра Господня мне. Да будет Родина свободной, да будет Родина свободной, да дней последних на земле, да дней последних на земле. В краю лесном средь трав душистых хочу с Россией говорить, росу с листочков серебристых, с неутолимой жаждой пить и тщетным сном не соблазняться, исполнить главное в судьбе. Хочу отчизне поклоняться и нужным, Боже, стать Тебе. Лети звездою, путеводна искра Господня мне. Да будет Родина свободной, да будет Родина свободной, да дней последних на земле, да дней последних на земле. Дней последних на Ваши аплодисменты хор дирижерско-хорового отделения. Руководитель заслуженной работник культуры Российской Федерации Ольга Полякова. Ольга Жигмитова. Ваши аплодисменты. Ну, а мы продолжаем наш праздник. А праздник — это всегда, конечно же, теплые слова поздравлений. И сейчас для слов поздравлений и приветствий на сцену приглашаются председатель комитета по культуре администрации города Улан-Удэ Ирина Владимировна Ковалева и директора детских школ искусств города Улан-Удэ. Мы приглашаем на эту сцену директора Государственного русского драматического театра имени
Николая Бестужева, Наталью Николаевну Светозарову, директора Национального музея Республики Бурятия Татьяну Анатольевну Баранову и художественного руководителя Театра народной музыки и танца Забава Осипова Николая Борисовича. Уважаемый Баир Борисович, уважаемый коллектив колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского, разрешите мне от Комитета по культуре, от администрации города Улан-Удэ искренне поздравить с прекрасной датой, с юбилеем колледжа. 90 лет – это целая эпоха. 90 лет – это устоявшаяся традиция. Это мастерство и вдохновение. Это опыт и новые творческие достижения. Сегодня мы по праву считаем колледж искусств ведущим образовательным учреждением, кузницей кадров для всех практически муниципальных учреждений культуры города Улан-Удэ. В этот особенный день хотелось бы выразить слова глубокой признательности и благодарности прежде всего ветеранам колледжа, всему педагогическому коллективу за ваш профессиональный труд, за ваш вклад в развитие культуры города Улан-Удэ. И от всей души примите слова поздравления и пожелания нового творческого полета, новых достижений. И самое главное, чтобы у вас всегда были талантливые выпускники. Уважаемый Баир Борисович, уважаемый коллектив колледжа, уважаемые дорогие наши ветераны, я от всей души поздравляю от себя лично и от театра, Русского драматического театра с таким большим юбилеем. Мы очень рады и горды, что можем принять в такой торжественный праздничный день вас, ваш коллектив у нас на сцене. 90 лет – это большие достижения, это опыт, это сила, это гордость за тех, кого вы выучили за эти годы. И в первую очередь, конечно, это высококлассный коллектив, который позволяет взрастить вот этих талантливых детей, этих звездочек, которые потом гордится вся Бурятия и уже страна. Я еще раз поздравляю вас с 90-летием, желаю вам больших-больших творческих успехов. Я желаю вам больших побед на фестивалях, конкурсах и выставках, и что еще можно вот представить. Я желаю крепкого здоровья всем ветеранам и желаю просто всем большого счастья. Поздравляю. Уважаемый Баир Борисович, уважаемые гости, ну вот уже говорили, что первая ласточка, первый шаг в юбилейных мероприятиях, это было сегодняшнее открытие в нашем музее симфонии красок. Я думаю, это событие не оставило никого равнодушным, и мы очень рады, что в колледже искусств есть замечательный художественное отделение, где воспитываются прекрасные, замечательные художники, и у них большое будущее. Я приглашаю всех вас посетить, насладиться искусством выпускников и студентов колледжа искусств, ну а всех ветеранов, педагогов колледжа искусств, которые воспитывают прекрасных, молодое музыкальное поколение, с праздником, успехов, здоровья и исполнения всех мечтаний. Спасибо. Уважаемый Баир Борисович, уважаемые дорогие коллеги, преподаватели, студенты сегодняшнего колледжа и, конечно же, все ветераны, все выпускники, кто сегодня присутствует в зале. Колледж наш является первым и старейшим учебным заведением в сфере искусств. И за эти годы, просто не счесть, наверное, сегодня уже звучали имена, не счесть тех выдающихся, не побоюсь этого слова, великих выпускников и преподавателей. С юбилеем, дорогие, процветания,
Знаете, еще мне хочется поделиться такими мыслями, что вот, чтобы воспитать музыканта, нужно учиться больше, чем врачам, больше, чем другим специальностям. Это 15-17 лет. И вот колледж именно, музыкальное училище, является таким самым-самым основным звеном, где вот именно закладывается все, что нужно музыканту, именно вот в этот промежуток образовательного процесса. Поэтому у вас очень ответственная, очень нужная профессия преподавателя. Учиться, конечно, в колледже это большая честь. Процветания вам, хороших вам выпускников, преподавателей, молодых. С юбилеем! Ну а мы продолжаем. В 1936 году техникум искусств был преобразован в Бурят-Монгольское театрально-музыкальное училище, перед которым была поставлена новая задача воспитания профессиональных музыкантов-исполнителей. Это определило новый курс на открытие различных исполнительских специальностей. На музыкальном отделении появляются классы фортепиано, скрипки и виолончели, класс сольного пения, а также деревянных и медных духовых инструментов. В училище формируется симфонический ансамбль, духовой оркестр. Вот имена первых преподавателей-духовиков: Анатолий Сергеевич Аристов, Иван Николаевич Сидоров, Александр Павлович Кудрявцев. Ваши аплодисменты первым преподавателям. И первые выпускники духового отделения стали основоположниками Бурятской композиторской школы. Это Жикжит Батуев, учился по классу трубы, Дандар Аюшеев и Гавриил Дадуев по классу кларнета. Ваши аплодисменты. Ну а мы продолжаем наш праздничный концерт. И сейчас вновь для вас наш музыкальный подарок. Выступление духового оркестра колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского. Руководитель Жамсо Заликтуевич Башинов. Уильямс. Марш из сюиты «17 Come Sunday». Первая часть.
Ваши аплодисменты – духовой оркестр колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского. Руководитель Жамсо Башинов. Джойс. Оркестровка Владимира Буханова. «Осенний сон».
Брамс. Венгерский танец номер 5. Ваши аплодисменты — духовой оркестр колледжа искусств имени Петра Ильича Чайковского, руководитель Жансо Башенов.